Здравствуйте! В рамках республиканской акции «Одна страна, одна книга» предлагаем вам познакомиться с творчеством известного драматурга и писателя Тулена Абдика. Тулен Абдик – классик, продолживший путь Мухтара Ауэзова. Его книги стоят в одном ряду с лучшими произведениями мировой классической литературы. Тулен Абдик родился 4 сентября 1942 года в ауле Янбек Джангильдинского района Кустанайской области. В 1965 году он окончил Казахский государственный университет. С 1965 по 1970 год работал литературным сотрудником газеты «Казахстан Пионеры», ныне «Улан». С 1970 по 1977 год он был заведующим отделом, заместителем главного редактора альманаха «Жалын». В 1977 по 1979 годы был главным редактором киностудии «Казахфильм». С 1976 по 1986 год был заведующим сектором литературного отдела Центрального комитета Коммунистической партии Казахстана, главным редактором газеты «Казах Адебиеті». В 1994 году стал помощником президента Республики Казахстан. С 1997 года был заместителем заведующего отделом внутренней политики администрации президента Республики Казахстан. Первый рассказ Абдика «Райхан» опубликован в сборнике рассказов молодых писателей «Тангашек». Вышли в свет сборники рассказов и повести «Кокжиек», «Кызыл жапырактар», «Акикат», «Айталмахан Акикат», роман «Олиара», посвященный годам коллективизации в Казахстане. Отдельные рассказы и повести Абдика переведены на русский язык и опубликованы в сборнике «Истина», переведенный Абдиковым на казахский язык древнегреческие сказания и мифы, изданы отдельной книгой Эллада Ерлері. Творчество автора служит идеалам человечности, честности и чистоты. Писатель – прекрасный рассказчик и знаток истории. Особую любовь в народе завоевал рассказ «Правая рука» о непростой судьбе молодого человека, волею судьбы, оказавшегося в психиатрической клинике. На основе его драматического произведения «Нас было трое» была осуществлена постановка одноименного спектакля в Театре юного зрителя в Алматы. Самым венценосным его произведением является повесть разума «Пылающие войны» «Парасат Майдана», за которую писатель был удостоен золотой медали имени Франца Кафки и Государственной премии Республики Казахстан.